В Якутске на торжественном собрании президиума отметили 30 лет Академии наук республики. 20 декабря 1923 года по указу первого президента Михаила Николаева образовалась Академия наук. И сегодня подвели итоги 30-летнего развития учреждения. Более 20 академикам вручили нагрудные знаки за заслуги в развитии Академии. Начиная с 2018 года Академия вступила в программу «Комплексное научное исследование». Отметим, что учреждение в Якутии стало 4-й национальной академией наряду с Республикой Башкортостан, Татарстаном и Чечней, которые решают в первую очередь свои региональные научные задачи. Мы, начиная с 1996 года, издаем свой журнал научный «Проблемы Арктики и Субарктики», который имеет высокий научный рейтинг. Перспективы также Академии наук связаны с развитием будут КНИ, общественного заказа и научно-образовательного центра «Устойчивый Север». И, надеюсь, мы справимся со всеми поставленными задачами, которые ставит перед нами учредитель, глава республики и правительство. Проблемы проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог в криолитозоне обсудили на круглом столе в Академии наук. Вследствие глобального изменения климата отмечается ускорение процессов деформации автомобильных дорог в зоне вечной мерзлоты. Подробности в следующем сюжете. Якутия на 90% находится в зоне вечной мерзлоты. Работа в первой климатической зоне требует особого подхода при строительстве мостов и автомобильных дорог. Круглый стол состоялся с целью внесения изменений в существующие технологические процессы при строительстве дорог. В связи с развитием экономики, с развитием республики увеличилась интенсивность движения, и требования как никогда к дорогам увеличиваются. И сейчас никто не смотрит, что вот раньше мы ездили там по 10 часов до того же там Этикёля. Сегодня 3–3,5 часа и доезжаешь спокойно. А это требует своеобразного и довольно-таки осторожного подхода к дорогам и к многолетним мерзлым грунтам. УПР-ДОР-Вилюй совместно с Институтом мерзлотоведения проводят мониторинг состояния дорожного полотна. С прошлого года установлены 4 поста наблюдения мерзлотного состояния грунта на автомобильных дорогах Вилюй и Колыма. Идет потепление климата в целом, да, и мы работаем в первой климатической зоне, и это требует свои особенности. Мы только начали эти исследования, и я думаю, что мы, конечно, в дальнейшем мы будем продолжать эту совместную деятельность вместе с Академией наук, вместе с Институтом мерзлотоведения. Набор данных с помощью постов наблюдения происходит в зависимости от погоды и периодичности времени. Для данного вида наблюдения и понимания закономерности необходимо порядка 10 лет. По итогам дискуссионной площадки будут разработаны методические рекомендации. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск.